Если вы молитесь 5 раз в день, то вам наверняка знакома такая ситуация. Еще есть время. Для Зухры еще есть пара часов. У меня есть время. А потом, за 5 минут до асра, вы такой: «Ух ты, ща-ща-ща-ща-ща». И вы совершаете молниеносный намаз. Вы почти на сверхзвуковой скорости делаете саджда, зимние поклоны, как молния ударяете лбом о землю. Субхана рабби аль-аля, несколько раз бухаетесь об коврик, словно это какое-то кардиоупражнение, и бежите дальше заниматься своими делами. Среди нас есть и такие. Они прохлаждаются и болтают в ресторане или где-то еще. Пришел магриб. Не-не, небо еще голубое, нормально. И продолжают откладывать. Да, есть такая печальная тенденция. Есть те, кто не совершал иша вовремя уже очень давно. Это сегодня мы в мечети и совершили намаз сразу после азана. В другие же дни это часто и за полночь, в час ночи, 2 ночи, 3 часа ночи. И это реальная проблема. Люди, которых Аллах определяет как те, кто молится, не похожи на тех, о которых мы сейчас говорили. Они постоянны в своих молитвах. Другими словами, все в вашей жизни вращается вокруг намаза, а не наоборот. Все остальное должно быть на втором плане. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть здание с колоннами? Наверняка видели. Вы можете сдвинуть эти колонны? Нет, вам нужно их обходить. Если, например, захотите внести внутрь мебель, вы не сможете сдвинуть колонны, потому что если вы это сделаете, что произойдет? Здание разрушится. 5 намазов — это колонны нашего дня. Вы не можете их сдвигать. Их нужно сохранить там, где они стоят. А если этого не сделать, то основание вашей веры, здание вашей веры готово будет разрушиться. Нам нужно сохранить их на местах. И первое качество, о котором упоминает Аллах, говоря о людях, по-настоящему совершающих намаз, они постоянны в своих молитвах. Это означает, что у них очень точное, упорядоченное расписание намазов. Уверен, вы и раньше слышали много проповедей о важности намаза. Сегодня я говорю специально для молодых братьев и сестер. Если вы хоть немного любите ислам и хотите сделать что-то ради довольства Аллаха, если вы хотите сделать что-то для этой религии, и у вас есть стремление узнать о ней больше, тогда услышьте. Все ваши стремления — фальшивка. До тех пор, пока у вас нет сильнейшего желания совершить и утренний, и ночной намазы вовремя, а еще лучше в мечети. И если это вас не заботит, у вас нет настоящего беспокойства из-за ислама вообще. Потому что если вы хотите служить исламу, сначала станьте достойным этой службы. А это не случится, пока ваш иман не достигнет определенного уровня. Ваш иман не станет таким до тех пор, пока своевременность намазов, особенно иша и фаджр, не станут для вас константой.